В Чувашии выбрали лучших наставников региона. Республиканский конкурс среди организаций на определение лучшей практики развития наставничества прошел впервые. Заявки на участие подали более 30 учреждений. Победителей и призеров определяла экспертная комиссия. Торжественная церемония награждения прошла в Доме правительства. Победителем стал комплексный центр социального обслуживания населения города Чебоксары. Представляла организацию директор Рената Федорова. Наставничество в учреждении развивают не первый год. В центре есть совет наставников. В него входят представители всех структурных подразделений, которые занимаются подготовкой молодых специалистов. Молодые люди приходят к нам на работу. И вот каждому работнику у нас прикрепляем и наставник. У нас студенты проходят практику, и сразу мы там тоже наставника прикрепляем, потому что студент, он теорию знает. А на практике, как на самом деле это, он же не представляет эту работу социальную. Конкурс проходил в два этапа. На первом шел отбор участников. Учитывалось то, насколько уникальна и эффективна практика наставничества. В итоге из 34 работ на следующий этап допустили лишь 10. Глава Чувашии подчеркнул важность института наставничества. Ведь грамотное взаимодействие молодых специалистов и людей, состоявшихся в профессии, позволяет достигнуть лучших результатов. Будем делать все, чтобы на следующий год уже данный конкурс охватил более широкий круг предприятий, разных направлений деятельности. И тогда, мне кажется, это даже будет более интересно. Да и номинаций можно сделать больше, исходя из отраслей. Также Олег Николаев предложил создать совет по повышению кадрового потенциала республики, координировать работу которого будет администрация главы Чувашии. Он поможет объединить усилия кадровых служб ведущих предприятий для решения вопросов повышения квалификации сотрудников. Дарья Паскарюк, Никита Углев, Вести, Чувашия.